Вызвали друг друга на дуэль сразу 150 мировых спортсменок. И дело не в чести, а в шансе попасть на Олимпиаду. Накал эмоций с первых минут, но 22-летняя чемпионка Европы Марта Мартьянова в чистую обыгрывает соперницу. Помогают родные стены и поддержка семьи. На самом деле дома очень приятно фехтовать. И есть такой азарт, когда на себя смотрят. Больше желания появляется показать все, на что я могу. В лидерах Инна Дереглазова. В большой спорт пришла из маленького курдского городка. За спиной 22 года упорных тренировок. Каждую победу шестикратная чемпионка мира посвящает своей дочке. У нее свои методы подготовки. Я стараюсь быть одна, стараюсь сконцентрировать все свои мысли, все свои эмоции на противника и не распыляться. А вот ее соперница из Италии для удачи играет только в своей счастливой футболке. Веселиться – это еще один из моих секретов, ведь это всего лишь игра. Мы никогда не смотрим на фехтование как на работу. Получать удовольствие и быть счастливым – вот что главное. От колких ударов соперников спортсменов защищает вот такая 5-килограммовая маска, а также металлическое оборудование. Но самое главное, всю игру спортсмены находятся не только под психологическим напряжением, но и под электрическим. Вот этот кабель передает каждый укол спортсмена на табло. Надеюсь, что тот уровень мастерства, который девушки успели подготовить к этому турниру, они покажут его в своих результатах. Этап Кубка мира по фехтованию среди женщин в Казани впервые. Уже через 5 месяцев сильнейшие раперистки вновь встретят шпаги на Олимпиаде в Токио. Наталья Мезина, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.